Манас, расскажите, пожалуйста, куда мы пришли, про это убранство, про это богатство, про Курпачи. С удовольствием. Мы находимся в городе Сулюкта. Сулюкта – это город шахтеров. Здесь добывают каменный уголь, один из самых ценных пород, которые издавна используют. В данном случае мы посетили одну семью, и находимся мы в той комнате, где, ну, как гостевая, где гостей встречают. Вот, прошу обратить внимание, как вот, это новый, модерн, джаван, так называемый. А здесь вот Курпача вот так вот складываются. Убрав Дастархан, эту же комнату можно использовать для ночлега, для гостей. Смотрите, вот самое ценное, интересное, вот наш потолок. Это традиционный потолок, исторический, который характерен для всей Ферганской долины. И, кстати говоря, мы, бишкекчане, и тоже возвращаемся к тому, чтобы потолки были деревянными. Потому что бетонные стены, оказывается, очень отрицательно воздействуют на человека. Человек спит, а тут этот такой потолок, он дышит. Смотрите, вот проложены доски, и сверху это глина с саманом. Это идеальная теплоизоляция. То есть на досках там сверху, да, саман, да? Саман. Саман. И теперь, вот смотрите, по краям, зераб называется, он как бы придает как будто бы такой, ну, более эстетичный, такой завершающий вид потолку. Он объем да, стены, как правило, тоже здесь саманные, тоже являются исключительно естественным теплоизоляционным материалом. И в таких домах, в таких комнатах, конечно, летом прохладно, зимой тепло. Их легко отапливать. Вот. Теперь обратите на Дастархан. Вот наши гранаты. Это, видимо, какая-то сладость. Сверху положили. Салат там. Да, такой своеобразный салат. Такой вот. И что интересно, смотрите, все комнаты ковры. Вообще считается, что ковры вешать на стены нельзя. Ковер делается для того, чтобы, оказывается, люди, чтобы его использовали. Он желает, сам ковер, ну, тоже желает служить народу. Вот пол, смотрите, вот диван, да, какой сделан, какие узоры сделаны. Здесь живут мастера, очень искусные мастера, они все свое окружение сделали таким образом, чтобы везде были ковры. Естественные материалы, поэтому в таких домах, то есть мы все постепенно возвращаемся к историческим таким материалам, чтобы чувствовать себя комфортно, не болеть. Очень уютно. Да. А про то, что вот на чем мы сидим? Это вот Курпача. Это Курпача, да? Да, Курпача. Обычно здесь хлопок внутри, а сверху могут быть материалы с различными узорами. Узоры что-то значат или это просто обычные узоры в Кыргызстане? Вот, допустим, я не знаю, как вот называется, это традиционно кыргызские узоры. Все узоры традиционно кыргызские самые. Как оно расшифровывается, я детально не смогу рассказать, но как-то... Но, и что интересно, обратили внимание, сегодня на базаре цвета меняются. Кыргызы любят красный цвет. Как гранат. Да, красный цвет. Но обратили внимание, вот смотрите, здесь вот, где диван, вот где спина, уже другой цвет. Цвет естественный, не крашеный. Да-да-да, где там олени, да? Да, белые, бежевые, там серые, они тоже дают хороший самый.
то ли успокаивающий. Красный, он как бы острый, Возбуждающий. да, возбуждающий воздействует на человека, как известно. А тут более успокоенный, так сказать, самый узоры. Ну и, конечно, вешают тоже ковры на стены. Ну, ковры на стены вешают для чего там? Для тепла или наоборот? Или просто украшения? Для То есть украшения. украшения, Для да? украшения, да. Может быть, так даже лучше, потому что, смотрите, стены-то глиняные, да? Если просто так оставлять, тоже как-то самое. Лучше так украшать. А портить там всякими обоями или как-то, допустим, шпаклевкой, которая будет плохо дышать, тоже нежелательно. Раз все натуральное, надо, видимо, сохранить это. Все натуральное и на нашем Дастархане. Тут женщины на пороге ждут, не дождутся, когда мы разрешим войти им. Давайте, да. Может быть, давайте сразу продолжим узоры. Давай. Узоры. Hazır canını tadı. Bunu nabrot oturttuğunuzda da bu hafta Да? tamam. А, ну хорошо, давайте. Alkış batak olsa А, ну давайте. Давайте, пусть заходит. Это у нас колбаса какая-то. Кыргызский. Кыргызская колбаса. Быджи. Чучук. А куда ставить-то? Ставить-то уже не... Это же проблема большая, я понял. Ставить некуда. Ага. Kesip kesip. Bana Olobo deydi. А это что? Öpkü. Öpküge Öpkü. süt kuygamız da. А, Это легкие, пропитанные молоком. Как-то вот так обрабатывают. легкие как бы баранина, то есть вот барана, то есть зарезали, и он пропитанный молоком, то есть вот. Ничего себе, первый раз такой. Деликатес. Kesip. А это чуть-чуть, это как вот Кис- внутренний вот кишки Вот видите, как? получается, и Это делается деликатес. как Да, это кишка, да, то есть это... и как фарш внутри. Мгм. А из ливера, то есть, или из мяса? Ну, Что? там всякое, рис может быть, там. А, то есть все, сначала как бы все подряд, да? мясо и это, да. Естественная колбаса. А это вот, вот это вот кишки, это просто вот очищается, потом они как связываются, вот, между собой, вот узорчато, и потом варится. Да? Это очень большой деликатес. Ну, национальное блюдо. И у нас целая пирамида лепешек. Традиционная. Вот А гранат. в лепешках разный узор. Он тоже вот просто так делается? Или это тоже что-то значит? Это, наверное, на вкус мастера, который это То есть, да? То есть это мастер выбирает, Никогда не слышал, чтобы какой-то смысл закладывали. да? Главное, чтобы было вкусно и красиво. Но насчет вкусно и красиво, мне кажется, тут все очень вкусно и красиво. Заканчивайте. Сил где терпеть больше. Будем кушать. Hamd жасалған. Ана şu тарелкаларға kesip kesip. Bu unuttuk kiyindi. Manasaka. Ne? Unuttuk kiyin. А, бұл хороший тайм. Так, Ешекес өзіңізге айтып бересіз değil mi киімдер жөнінде? өзіңіздердің киімдер жөнінде. Киімдерді дейді. Manasaka perot kıl deseniz. Элечектерін. Manasaka perot kıl deseniz de. А, вы будете сами, да? Вот перед нами апа наша традиционная кыргызская. Сейчас подождем. Сама расскажет, слушай. Самара, Я по-хорошему. Не-не-не-не. У вас наоборот получится естественным образом. Это еще не головной убор, да? Это... Мира такой О, так уже полночи, да? Так, а куда же все это ставить? Зелебарки, да? на зарядочку поставить. Потом